Всем привет, ребят! День второй. Вчера я поменял, получается, рулевую тягу и с левой стороны втулку стабилизатора. В салоне стало намного тише, но ушел развал, так как я сразу не сравнил тяги. Одна тяга, видать, скорее всего длиннее, другая короче, они немножко разные. Но развал ушел и выставил на глаз примерно, чтобы более-менее ровно машина ехала, а то колеса стояли в разные стороны. Я сначала поставил по количеству витков, а тяги оказались разной длины. И из-за этого колесо одно смотрело влево, а одно вправо. И машина, колеса пытались в разные стороны уехать. Так вот, сейчас я буду менять шаровые. Шаровые меняю, и можно, в принципе, ехать на сход-развал. Шаровые, я думаю, буду менять, не знаю, со снятием рычага, по идее, удобнее. Видел в интернете ролики, как снимают даже без снятия рычага. Выбивают шаровые, меняют. Ну, я думаю, так не слишком удобно это все делать. Проще делать со снятием. Так что сейчас домкратим левую сторону, снимаем колесо, откручиваем рычаг. Там, в принципе, всего 2 болта. Ничего такого сложного. Ну все, поехали. Обязательно ставим упор под кузов. Не дай бог домкрат упадет, беда будет. Стойка отпотела, подстукивает. Надо будет заказывать стойки. Все. Опа. Колесо тоже сразу ложу под машину. Опа. Чтобы оно не мешалось. Не помню, говорил, не говорил. Надорванный у меня на этом задний сайлентблок на рычаге. Ну, думаю, еще походит. Не до конца еще порван. Надо будет менять. Так, ну все. Откручиваем. Откручиваем, получается, вот этот болт. И отсюда нижний. И откручиваем саму шаровую. Вот вывернул руль вправо, чтобы был доступ к шаровой. Сейчас я ее откручу, шаровую. И молотком будем бить по ступице. Тем самым шаровая от ударов она выпадет вниз. Кстати, я первый раз вижу такой шплинт. Его просто берете, это он как с петелькой. Берете, поддеваете и тянете. Оп, и все. Вот такой вот шплинтик. Потом вставляется так, оп, и все. Я первый раз такой вижу, честно. Возможно, даже японский. Точно не знаю. Тут желательно иметь накидной ключ, но прямой. У меня они кривые. Не знаю, сейчас попробую открутить вот этой рожковым. Получится, нет? О, сорвал легко. Довольно-таки легко пошла. Даже от руки идет. Можно было все это дело предварительно смочить ВДшкой. Так, советую лучше до конца сразу не откручивать, так как мало ли промахнетесь молотком, закосячите резьбу. Так, теперь надо вот бить вот сюда вот таким вот образом. Вот и все. Шаровая слетела, вот видите, да? Она вниз просела. Размахнуться неудобно было. По идее, пару ударов она должна вылетать. Пару таких хлестких ударов надо делать. Так, ну теперь откручиваем вот эти сайлентблоки. Раз и тот второй. Здесь нам потребуются ключи. Сейчас посмотрим, какой там болт. Так, даже 19-й. И здесь, скорее всего. И тут 19-й. С двух сторон оба 19-е. Но тут можно подлезть головкой. Либо накидным.
так вот убираемся. Ого. Возможно, потребуется труба. Ладно. Сейчас возьмем трубу. Ого. Нужна труба побольше. Можно вот так вот. Вроде пошел. Ага. Пошел. Длинный болт, еще в смазке даже. Передний пошел легче. Так, образовалась небольшая проблемка. Этот болт не вылазит, упирается в коробку. Чуть-чуть ему не хватает. Так, что мы можем сделать? Сейчас попробую вот эту вот конструкцию подставить сюда под коробку и немножко домкратом опустить машину. Тем самым коробка на подушках немножко приводнится и болт вылезет. Сейчас попробуем сделать так. Все, вылез. Вытащил шаровую. Тянем переднюю часть рычага на себя и вытаскиваем заднюю часть как-нибудь. Значит, передний тянем в бок, а задний как бы вперед и на себя. Вот и все. Все вытащили. Этот цилинблок уже надорванный. Ну, передний еще вроде нормальный. Так что в скором времени надо будет менять вот этот. Возможно, осенью. Теперь выбиваем шаровую. О, она все, она болтается. И хана. Вот и стуки. Вот они, стуки еще тоже. Дополнительные в подвеске. Так, чтобы ее выбить, нам надо снять стопорное колечко. Вот оно видно. О, почти. Ага, опять почти. Вот все. Вылезло. Сразу все снялось и с пыльником вместе, все в куче. Все, она пошла уже. Купил вот такие шаровые стовотницы. Не знаю, сколько они проходят. Посмотрим. Так, чтобы нам ее поставить, нам надо будет снять пыльник. Потому как пыльник не пролезет. Или пролезет? Нет, не пролезет пыльник. Пыльник надо будет снять.
Теперь это надо все тут почистить. Вставляем шаровую. Теперь берем по размеру по внешней обойме. Вот у меня есть такой ключ, вроде подходит. Этой стороной он не очень встает. Было бы идеально, конечно, так, но и так, думаю, сойдет. И начинаем забивать. Аккуратненько вот так. Смотрим, чтобы не шла наперекос. Бьем до тех пор, пока полностью не сядет. Вот она уже почти села. Уже паз под колечко уже подстопорное вышел. Сейчас. Все, дома. Вот сейчас чуть-чуть вот этот, здесь щель есть, здесь уже дома. Все, сидит. Теперь аккуратненько ставим стопорное колечко. Вот это вот. Все. Ну все, одеваем пыльничек. Аккуратненько. Старайтесь сюда не насыпать песка. Смазка тут есть, добавлять ничего не надо. Здесь ее ровно столько, сколько здесь должно быть. Аккуратненько одеваем пыльничек. Угу. Пыльничек одели. Колечко на пыльник. Вот его надо одевать очень-очень аккуратно, чтобы не порвать пыльник. Постоянно контролируйте вот этот кончик. Лучше его отверткой отводить в сторону. Опа. Вот так вот. Все. Все, красиво. Все сидит на своих местах. Ну вот и все, ничего сложного. В принципе, при наличии инструмента все это дело занимает минут 20, наверное. При наличии гайковерта так еще быстрее. Все, теперь все это дело устанавливаем на автомобиль в обратной последовательности. Берем рычаг, заводим сначала вот этот вот сайлентблок. Сначала заводим этот сайлентблок, потом задвигаем этот, и одеваем шаровую. Все закручиваем, затягиваем. Не забываем поставить шплинт на гайку. Ну вот и все, ничего сложного. Учитесь ремонтировать свой автомобиль сами. Хотя бы такие элементарные вещи, как вот ходовку делать, да. Это сэкономит вам намного, это сэкономит вам бюджет. И вы уже точно будете знать, что эта работа сделана, что действительно заменили шаровую, там, сайлентблок. Все, всем пока. И да, чуть было не забыл.
Вот этот передний сайлентблок, вот видите, я его до конца не закрутил. Вот он. Полностью он протягивается только после того, как машина будет стоять на колесах, полностью опущенная. Это можно сделать либо на подъемнике, заехать на какую-нибудь станцию, либо попробую достать рукой, поставлю колесо, может выверну его вот так вот, и отсюда ключом попробую затянуть. Либо подставить домкрат, еще один, если есть у вас второй домкрат, подставить вот сюда вот, ну либо брусок и опустить машину, тем самым сымитировать сжатие подвески, как будто машина стоит на колесах. И тогда протянуть можно будет вот этот вот сайлентблок. Ну, я, наверное, поставлю колесо, опущу машину и попробую на вывернутых колесах подлезть рукой и затянуть.